23 августа в рамках второго международного якутского кинофестиваля в Саха-театре состоялась творческая встреча заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной со своими поклонниками. Был полный аншлаг, но вначале подвела техника театра. С операторской никак не могли запустить диск с видео. Видео пошло, но отсутствовал звук. Светлана Афанасьевна несколько раз пыталась узнать, что же там случилось. Увы, тщетно. Придумали байку, мол, днем был какой-то скачок напряжения в сети и хард вылетел. Но время ожидания более 40 минут не пропали зря. Светлана Светличная рассказывала о своей матери, которая настояла, чтобы дочь стала актрисой, о муже, тоже актере Владимире Ивашове, о том, как они вместе ездили по стране. И вот в поезд каждый приносил что-нибудь такое изысканное, то, о чем как бы уже знали коллеги. Ну, во-первых, мы всегда еще в те времена приносили в поезд самогон, который гнал Володя. Причем очень роскошный был самогон, который даже, наверное, займет первое место вот сейчас с какими-то напитками, может быть, даже знаменитыми. Вот. Поэтому все ждали Володю с его самогоном. Вот, меня с котлетами, наверное, помню, я тоже любила котлеты делать, их любили. Вот, и каждый, кто мог, приносил. Но что хочу сказать. И вы знаете, мы же, хоть мы и в одном городе, в Москве, да, и хотя бы там мы встречаемся иногда на съемках, но вот когда вот собирались там, если программа «Товарищ кино» состояла из 30 артистов, участников, то мы тоже иногда виделись очень редко. И вот весь вагон, значит, гулял, если это садились вечером, то гуляли до 5 утра, вот не могли разойтись. И выпивалось все, что привозилось, это все. И я помню, как когда в одной из поездок поезд прибывал, это было зимой, и он прибывал в 5 утра, еще было темно. А так как никто не спал, и так как, в общем-то, лица изменились, помятые были, как говорится, да, и все одели, особенно женщины, черные очки. И журналисты, которые были, значит, с фотоаппаратами, там, с кинокамерами, там, с это все, говорит, вот все хорошо. То есть сказали, а почему вы все в очках? Ну и Владимир Ивашов тоже присутствовал в этот вечер на этой сцене. Буду слушать опять и опять я слова твои. Только вечной должна быть любовь, только вечная, а иначе зачем, столько ждать любви. Я первый раз подпеваю. Для тебя. Для вас. Пела и сама актриса. Когда же все же восстановили видео со звуком, Светличная предложила фрагменты из «Бриллиантовой руки», хотя и говорит, что устала от фильма и постоянного упоминания о ее роли в нем. Все же признается, что эта картина – шедевр советского кино. Вот был бы другой партнер, и сцены бы такой не было бы. Правда же?
Поговорили и о моде. Очень тепло и с искренностью она рассказала о своей роли павлины в стрепухе, как она сама себе завязывала платок. Я помню, как один из модельеров, это были мы под Краснодаром, он оттуда, он говорит: Светлана, вы знаете, я для своих моделей придумал головной убор. Я говорю: какой? Вашу косынку из стрепухи. Так что я пошла еще, видите, как говорится, по модельерам. Вот. Ну, в общем, стрепуха очень приятная для меня и работа, и картина, и я очень рада, что у меня есть этот образ. Я вот люблю павлину. Особенно, вы знаете, со временем я ее все больше и больше как бы чувствую и благодарю судьбу за то, что все же меня утвердили на эту роль. В начале вечера Светличная была одета в роскошное темно-зеленое платье, очень смахивающее на национальное якутское платье с серебряными украшениями. Оказывается, ей этот наряд шила и подарила молодой дизайнер Варвара Филиппова. Ее Светлана Светличная в конце пригласила на сцену. Вот и восходящая звезда якутской моды. И в завершении встречи Светлана Афанасьевна пожелала всем своим поклонникам не стареть и оставаться с открытой и светлой душой. Я вам тоже желаю, чтобы ваша душа не старела. Вот, спасибо. Спасибо, Светлана Афанасьевна. Спасибо вам огромное. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай. Пожалуй, не встретим.